Сотрудники управления судебных приставов направили гуманитарную помощь вынужденным переселенцам из Украины в пансионаты Томиск и Урздон. Среди адресатов около 80 детей, для них постарались собрать все, от погремушек до велосипедов. В посылке все предметы первой необходимости, каждый старался помочь чем может. Двое сотрудников из каждого подразделения отправились в места временного пребывания, чтобы лично поддержать украинцев. А между тем, на базе пансионата Урздон состоялось открытие второй смены спортивно-оздоровительного лагеря «Звездная страна». В нем приняли участие более 300 детей, в том числе ребята из Украины, образовавшие целый отряд. Дети из Украины уже легко находят общий язык со своими остинскими сверстниками, играют и танцуют, участвуют в спортивных состязаниях. На открытии для всех участников смены выступили звезды остинской эстрады. Руководство лагеря обещает насыщенную программу с большим количеством спортивных и творческих мероприятий. Так получилось, что к нам при констате приехали гости с Украины. Они активно приняли участие в организации нашей лагерной смены. С большим удовольствием, когда мы их спросили, хотите ли вы с нами участвовать в лагерной жизни, дети с удовольствием ответили нам, что да. С первого же дня пребывания второй лагерной смены они активно участвуют во всей лагерной жизни. Я думаю, в дальнейшем при продолжении нашей смены они будут также активно участвовать во всех соревнованиях, во всех творческих конкурсах, везде, где мы их будем приглашать. С докладом о проделанной за 5 лет работе выступила глава муниципального образования города Владикавказ Белла Икоева. Отчет прозвучал на 55-й завершающей сессии собрания представителей города Владикавказа 5-го созыва. За эти годы было принято 443 акта. Одним из важнейших документов стал городской устав, своего рода новая конституция Владикавказа. Также был принят генеральный план и правила землепользования. Именно от этих документов и программ зависело развитие города в течение 5 лет. Создано свыше 100 новых групп в детских садах. Больше внимания стали уделять и образованию детей с ограниченными возможностями. Инклюзивное образование вышло на новый уровень. В Доме союзов лучшие профсоюзные работники и ветераны получили государственные награды. Торжественное мероприятие приурочено ко Дню образования профсоюзного движения. Также были отмечены медицинские работники. 3 из них получили звание «Заслуженный врач Республики Северная Осетия-Алания». А первокурсникам 4-го швейного лицея вручили профсоюзные билеты. На сегодняшний день в профсоюзы республики принято около 7 тысяч работников, предприятий и учреждений. Только за прошлый год ряды организаций пополнились на 600 работников. Среднемесячная заработная плата за этот же период увеличилась с 18 тысяч рублей до 22 600 рублей на 1 июня 2014 года. Профсоюзными структурами всех уровней за этот же период оказана правовая помощь. Вдумайтесь в цифры. 5588 членам профсоюза. Рассмотрено в судах с участием представителя профсоюза 43 дела. Восстановлено о работе 18 человек. Рассмотрено 2382 обращения и жалобы. Во Владикавказе прошла презентация 2 новых фильмов режиссера Тимины Туаевой «Аланы. Новый завет» и «Северные Аланы». Киноленты являются продолжением цикла фильмов по истории Алании. Первая картина рассказывает об истории зарождения православия на территории Алании. В ней описывается взаимодействие остинской веры и христианства. Второй премьерный фильм «Северные Аланы» повествует о всемирно известном путешественнике Тури Хейердале и о его экспедиции на Азов, а также о том, что аланские вожди стали скандинавскими богами. В новых картинах Тимина Туаева выступает как продюсер. Режиссером и автором работ является Алексей Пищурин. Самое главное — найти авторов, которые бы оптимально, самым лучшим на 100%, в самом лучшем виде реализовали твою идею. И вот я нашла в лице опять Алексея Пищулина, одного, я считаю, например, его одним из умнейших, образованнейших людей в нашей стране. Он делал «Короля Артура», потом он снимал еще один фильм замечательный о Тахаготе. Реконструкция Владимирской церкви XIX века начнется с середины июля. Об этом сообщили на заседании наблюдательного совета архиерейского дома. Восстановлением архитектурного здания займется некоммерческая организация «Владикавказский духовно-просветительский центр», учредителем которого является Владикавказская епархия. Как отмечают строители, реконструкция церкви будет произведена в византийском стиле. Всего на восстановление здания площадью 2500 квадратных метров потребуется около 120 миллионов рублей. Единственным препятствием для начала реконструкции остается расположенная у стен здания автомобильная мойка, которая будет мешать проводить строительный материал на территорию, а также препятствовать проведению церковных мероприятий. Сегодняшняя наша первая такая встреча, первое заседание в этом зале, оно даст хорошие плоды, и с Божьей помощью, я думаю, что
в ближайшее время это здание будет отреставрировано.